В эфире телеканала «Грозный» работает программа «Новости». В студии Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. Секреты успеха в боевом искусстве от звезд мирового масштаба. I don't have a stretch here. It's so hard. Я не пытаюсь вытянуть его до конца. Мне главное, чтобы на колено прошло. It's hard? No problem. Just put inside. Известные спортсмены UFC дали мастер-класс для воспитанников бойцовского клуба «Ахмат». Из Москвы в Магадан через Грозный. Впереди будет не только асфальт, но и весеннее бездорожье Магаданской области. Участники юбилейного автопробега, посвященного 70-летию Великой Победы, прибыли в столицу Чечни. 4 колеса сменили на 2. Уже можно собраться, надо кататься. И объявляем официально, что велосезон открыт. С приходом весны открыт долгожданный велосезон. Между известным во всем мире голландским кикбоксером арабского происхождения Бадр Хари и профессиональной промоутерской лигой «Ахмат» подписан контракт о сотрудничестве. Об этом стало известно после блестящей победы Абдулкерим Эдилова над Тиаго Монако. Итог международного турнира по смешанным единоборствам «Грозная битва» является триумфальным. Бойцы клуба «Ахмат» также одержали победу в 11 основных поединках из 12. Полный обзор подготовки, проведения и результатов «Грозной битвы» репортажа нашего корреспондента. Анонсы в СМИ, прогнозы и ожидания сменились пестрыми заголовками, отзывами экспертов и комментариями в соцсетях. Грозная битва уже позади. Но, как и ожидалось, она вызвала немало обсуждений в спортивных кругах, особенно главный поединок. Бой вечера, конечно, и обещал быть одним из самых зрелищных, однако до этого даже не дошло. К счастью для болельщиков Абдулкерима, встреча не продлилась и до конца первого раунда. Такой быстрый исход боя, по словам самого героя, случился благодаря усиленным тренировкам. Рамзан Ахмадович, дерез хлцу мусуа условищи, беги тренерши, пари хит нахи, одик водир кожа, готовись лишь, дерги беж, сам готовись лишь, то. А подготовка действительно была, как говорится, на победу. Бойцу помогали опытные именитые товарищи. Почти каждую тренировку посещал глава республики и непосредственно принимал участие в процессе. Рамзан Кадыров давал советы и даже сам отрабатывал со спортсменом. Также вместе с главой республики Абдулкерим Эдилов изучил бои своего соперника. Официальное взвешивание участников турнира прошло в новом павильоне телеканала «Грозный». Итоговая же тренировка прошла под руководством известного кикбоксера Бадра Хари, который помогал со стратегией на предстоящую встречу. Присутствовал при этом и глава республики вместе с сыновьями. В итоге все получилось согласно поговорке: тяжело в учении, легко в бою. Спустя пару минут от начала поединка победа Эдилова. Снова, уже 8-й раз подряд в первом раунде. И снова короны, удушающие со спины. Ну что, забрал-таки. Забрал и задушил. Ну, собственно, вот. Победа в главном бою вечера. Свои поединки не менее эффективно провели и другие спортсмены. Представители Чечни одержали победы во всех боях, кроме 2. Красочность турниру добавило и присутствие на битве именитых гостей из мира ММА. Чемпионы UFC Фабрисио Вердум, Фрэнк Мир, а также Бадр Хари, Забит Самедов и 3-кратный олимпийский чемпион Бувайсар Сатиев. И, конечно же, болел за чеченских бойцов в Колизее Рамзан Кадыров. Я думаю, что в последующем наши бойцы будут и выступать на международном арене, и к нам будут приезжать лучшие, потому что наши бойцы лучшие из лучших. Да здравствует Россия, да здравствует Чечня, да здравствует Абдулкерим Эдилов! Помимо зрелищных побед любимых бойцов, чеченских болельщиков ждали и другие хорошие новости. Известный кикбоксер Бадр Хари подписал контракт с молодой бойцовской лигой «Ахмат». Договор предусматривает вариант содействия чеченской лиги в организации тренировочного процесса спортсмена и его участия в различных турнирах. Бадр Хари будет оказывать помощь в подготовке бойцов клуба и сам выступать за «Ахмат». بسم الله الرحمن الرحيم هذا لي شرف أحمد حاجي صرخوج كلوبي حا شا كيكتع واشتغل كونتراكت نقوى أربحان هدوهن ألجي تاق رمزان شي وشو تاق شي نقصيل الله شا أحمد كلوب ثاني كونتراكت بتبساتير تاق قامن شتيب تيبان دلح دين سعدوي تساندين وقود يش دوي تسنديلاش يقصيل الليسه
شاق أول دينا تان إشت كونتراكت بتبسحتي نشا نقطة بيرش سبورت خزنية سانجو شينجي نرشا نقرش إيغان تاعنا وش أوروني بدقة ولا نيبو سيسر خلي الشغل مير برياتي خلي الشغل بيش وش دقش أوغا وي نقطش وانتيش نفورمش جيت أجيتي دام ومعدوني عالم قيج أوغا رأبو ورشا قيتير أوري وينا ناسبرتي ونخ أرينا لقائي ورشا. На следующий день после громкого турнира своими впечатлениями поделились эксперты в области смешанных единоборств. Студию государственной телерадиокомпании «Грозный» с этой миссией посетили директор Российского союза боевых искусств Рамиль Габасов и главный редактор телеканала «Боец» Игорь Рязанцев. Гости также рассказали о планах сотрудничества с ЧГТРК «Грозный». Если сказать в двух словах, вы знаете, что поразило, что болельщики и те люди, которые принимали в этом участие, они очень искренне болели как за своих, так же и за гостей, которые приехали. А в основе любой культуры это уважение. И вот что у меня осталось впечатление, что здесь было все сделано с уважением. Именно показана культура народа, выступали артисты, гостеприимно принимали гостей. Приехали многие чемпионы мира и по боксу, и по смешанным единоборствам, и по кикбоксингу. Это, естественно, хороший пример для подрастающего поколения. Прошло все замечательно, прошло в лучших традициях мировых промоушенов уровня UFC, Беллатора и других мировых брендов. И бои были, наверное, на высочайшем уровне проведены и по накалу, и по организации. Но в первую очередь я хочу поблагодарить Рамзана Ахмадовича Кадырова. Я приехал по его личному приглашению. И вот с этой встречи с Рамзаном Ахмадовичем начнется сотрудничество между телеканалом «Боец» и Чеченской государственной телерадиокомпанией. Проект заключается и в съемке документального фильма о главе региона, о главе республики, не только как государственного чиновника высшего уровня, но и как действующего спортсмена. Это первый проект. И второй проект – это съемки международного реалити-шоу, который мы уже сняли 4 сезона. И вот 5-й сезон уже получено одобрение от Рамзана Ахмадовича снимать в Грозном на базе клуба «Ахмат». И, собственно, вот сейчас мы начнем прорабатывать эту концепцию по взаимодействию между каналом «Боец» и каналом «Грозный ТВ». Перед отъездом почетных персон турнира глава республики пригласил на званый ужин. Его Рамзан Кадыров дал в честь победителя Грозной битвы Абдулкарима Адилова. Гости попробовали чеченскую кухню и примерили национальную одежду. Хамзат Аюбов, Дани Хубхаров. Новости. В Грозном прошли тренировки чеченских борцов с участием известных во всем мире спортсменов UFC. С воспитанниками бойцовского клуба «Ахмат» гости поделились своим опытом и дали мастер-класс. В таком составе тренировка бойцовского клуба «Ахмат» проходит впервые. Вместе с чеченскими спортсменами мировые звезды UFC. Вначале проходит разминка, в ходе которой некоторые из гостей пробуют себя в игре миллионов. Чуть позже к тренировкам присоединяется глава Чечни. Рамзана Кадырова гости поблагодарили за теплый прием и отметили, что Грозная битва оставила у них яркие впечатления. Огромное спасибо тебе за все, за прием. Это очень мы очень счастливы, что приехали к тебе. I pass my secret for the guys now. My secret. Я хочу сказать секрет. Just for the Chechen guys. Для чеченцев хочу специально сказать. Secret. Secret. Good technique. Очень хорошая техника у ребят. Эксклюзивные кадры. Свирепый и неугомонный Крис Вайдман и Фабрисио Вердум спорят из-за футболки с эмблемой РСК «Ахмат». Такими поклонники видят их впервые. Чуть позже известные во всем мире бойцы смешанных единоборств поделятся своими секретами с чеченскими спортсменами. Not just arms, what are other? Только руки, yes, here. Not just arms, только руками. but my legs too. Ноги тоже должны тебя подтягивать. My legs.
You see here? Yes. Watch. This arm, no punch. Punch my head back to head. It's illegal. Illegal. Нелегально, boys. When the guy punch this side, Когда ты начнешь бить этой рукой, то я могу уже на треугольник. Очень хороший семинар. Мне понравилось то, что люди здесь любят этот спорт. Сам президент любитель ММА спорта. И я очень благодарен то, что здесь был. И мне нравится, что парни, которые здесь есть, они любят свою работу, хотят ее выполнять. И было очень легко с ними работать. Ваши бойцы экстремально крутые, когда дерутся. Даже если они проигрывают, они не сдаются. Сердце невозможно учить. Сердце у них есть, поэтому им надо немножко поработать над тактикой, над силой, и все будет отлично. О таком мастер-классе многие бойцы смешанных стилей могут только мечтать, как уйти от захвата и не оказаться в опасном положении. Технику звезд UFC воспитанники клуба «Ахмат» осваивают сразу. Все эти приемы давно выучены, но есть разная тактика проделывания. Я сегодня показал то, что считаю самым эффективным. И считаю, что ваши ребята это приняли. Бокс, борьба у них отлично, стойкая борьба. Просто сейчас остались маленькие детали, но люди, у всех есть эти маленькие детали, которые нужно подучить. Они их подучат, и все будет отлично. Ваши люди обучаются очень быстро, поэтому все прошло очень на высоком уровне. Вердум, мои коллеги Вердум и Крис Вайдман дали хорошие приемы, показали. Я думаю, все отлично. Весь семинар посвятили приемам в партере. По словам гостей, в стойке чеченские бойцы работают без нареканий. Всех ваших бойцов большие сердца. Ваши бойцы натурально большие и крепкие. И это очень круто. А насчет зала, зал отличный. Большая клетка, татами. Все условия у вас созданы для тренировок, и поэтому все было отлично, супер. Секреты боевых искусств в том, чтобы повторять один и тот же прием по несколько раз. Бывает и несколько десятков раз. У меня сегодня было мало времени, но что я увидел? Я подходил к каждому, увидел то, что они пытаются, они с любовью и с желанием смотрели эти приемы. Я уверен, что если они будут это повторять, у них это будет получаться на высоком уровне. Победитель главного поединка бойцовского вечера «Грозная битва» Абдулкерим Идилов в рамках семинара провел спарринги с Фрэнком Миром и Фабрисиом Вердумом. В силе и технике наш спортсмен ничуть не уступал. Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Нью-Йорк мы будем его приглашать. Мы, говорит, откроем все двери. Он говорит, то, что Рамзан открыл для нас здесь, мы откроем для него там. Thank you very much. 1 month, 2 months, 3 months, no problem. To train different guys. На месяц, на 2, на сборы мы будем смотреть за ним. Рамзан пускай не переживает. Мы все сделаем на высшем уровне, как Рамзан сделал для нас. Тренировки, и все. Он будет, здесь он дома, он чувствует поддержку очень сильную со стороны нас всех. В первую очередь от тебя. Но когда он будет за границей, он говорит, потому что ему нужно привыкать, что он должен, где-то он будет в чужой стране драться, и он будет чувствовать поддержку. Но это очень важно, чтобы он был на сборах. Вот это важно, брат. Спасибо. Thank you very much, Рамзан. Самый чего боитесь больше бехнешь. Сара дуку дикум гайта там дук келхум аймархтун там цатринок боиня цадеван этом юхулу дас югадук сборшка удати удурам Жергал лилурам Ахмадов чудо ойторду алдрес холцу мусуман театрон хош водеш дуку бала бенирцу боде разный тренер что он хинский дополнительный зудо борьба партер мусу типа разный тренер шпалор бухидик баткадой дедвар в основном партер яц балу шеш уш балор бойлар да. За успехами чеченских бойцов с первых дней следит командир СОБРа Терик Абузейд Висмурадов. Ведь почти все они служат в спецотряде. Каждая победа – результат особого внимания главы региона и усиленных тренировок, считает он. أعمل حاجة لا أعمل تولا باق شو عرين شتاع باقة يسبل دال ملاحظون هو حلاسة شنو شقة باقبو شنو أرخي هو يكون دال ملاحظين بقصة عاش دنيا نشوف موسو متع ليش بولش هند وجه يوسي تعباه كيد بورس حبولش يسبل جيني يوقع يوشنا بحكم نمينيتي وقرت هو بول سبرس بينش بوقع سال دويتشو سال ودي دوقي قلت له وشاش غدا محمد رسول بول لارمز شاش موسو شيء ولا لا وصلش ودي يدو على إيش أميرش من الأرض دال ملع وش يشق على قوتوني أخيو يا شيك دال ملع ومو يزرها ويدك شق يقبل
Обращаясь к спортсменам, глава региона призвал их ежедневно работать над собой. Результатом усиленных тренировок должна стать четкая стратегия в бою, которая позволит бойцу действовать эффективно при любых обстоятельствах. واحد تعرف تشوف فيشل دون كده صح مو اسمع ولا كده وين شيء يشس هذا وجي اتربوت المص بوابي على صام اذا ده هديز هو دي بيجي على سويس صح ده اتمتي انا بري متامل وقتين صح من هي يسلا يمين صح بالله خنداس هذا ان بارتي كوكشن دو بوابي بيزس ان بارت بوينش عطوه خا مثلا ان دون لت خاش في جوش موريس راس دون مصو شو عندي ده دون منوستو دو ميرادو تكنيك يا بابا بيصا صعب بربا زودو بص تحسن بس هو بويت خاص 19 هين وجه كيش ما بيشو لا جاي ساعه عن حكينا دون ساعه دون اذا كرت بابا بيصا. Мастер-классы от всемирно известных спортсменов в Чечне проходят регулярно. Как видно из итогов Грозной битвы, это дало свои результаты. Теперь воспитанники клуба «Ахмат» будут вновь усиленно готовиться к новым громким победам. Возможно, уже совсем скоро бойцы клуба «Ахмат» бросят вызов лучшим спортсменам на планете, выступающим в UFC. И это станет первым подобным противоборством в истории смешанных единоборств. Зураб Центроев, Алхазур Керимов и Ибрагим Налаев. Новости. Рамзан Кадыров достоин ордена за верность долгу. Такую награду главе Чечни вручил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Государственная награда Крыма чеченский лидер удостоен за мужество, патриотизм, активную политическую позицию, личный вклад в укрепление единства, развития и процветания Республики Крым, пишет информационное агентство «Крым-Медиа». В числе награжденных также вице-премьер правительства России Дмитрий Казак, депутаты Госдумы Виктор Водоладский, Алексей Журавлев и Глеб Хор, а также президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Напомню, Чеченская республика стала оказывать помощь народу Крыма с первых дней после принятия решения о ее вхождении в состав России. Тогда же по приглашению Рамзана Кадырова Сергей Аксенов с официальным визитом посетил Чечню и обсудил вопросы экономического сотрудничества. Неоднократно за это время из Чечни направлялась гуманитарная помощь жителям Крыма. Старт в Москве, финиш в Магадане. Федерация независимых профсоюзов России проводит юбилейный автопробег, посвященный 70-летию Великой Победы и 110-летию профсоюзного движения в России. На пути исследования автоколонны и Чеченская Республика с остановкой в Грозном. Репортаж нашего корреспондента. Несмотря на то, что они уже проехали свыше 3000 километров, 28 участников автопробега Федерации независимых профсоюзов России в отличной физической форме. На аллее Славы в Грозном они встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, руководством местного профсоюза и представителями республиканских властей. Завтра здесь будут другие люди стоять, приезжает Южный округ, завтра будет старт другой автопробегу, руководство республики также будет встречать, провожать, потому что это наша общая победа. Ветераны Великой Отечественной и молодые профактивисты получают памятные медали, посвященные столетию профсоюзов страны. С приветственным словом ко всем обращается руководство Федерации независимых профсоюзов России. Дальше мы двинемся на восток, и всего мы должны проехать 13 955 километров. Верьте, что мы обязательно доедем там, где профсоюзы и грозненцы, там победа. Спасибо. В ходе автопробега его участники намерены проехать 40 регионов нашей страны и посетить 9 городов-героев России. После праздничной церемонии все возлагают цветы к мемориалу на аллее Славы. Завершится профсоюзный автопробег в городе Магадан. Он идет по 40 субъектам Российской Федерации, то мы незримую связующую нить проводим между всеми регионами, между всеми народами, которые живут на необъятной территории нашей Родины, потому что у нас единая страна, единые цели, а самые главные цели – развитие страны и благосостояние каждого человека. Одна из задач автопробега – показать, что профсоюзное движение твердо стоит на позиции защиты интересов трудящихся, сохранения их рабочих мест, повышения заработной платы, создания безопасных условий труда и сохранения социальных гарантий. Автопробег посвящен 70-летию Великой Победы.
Это значит, имеет непосредственное отношение к нашему народу, нашей республике. Мы знаем, что десятки тысяч наших представителей нашего народа героически сражались на фронтах Отечественной войны и добились великой победы. Мы наследники этой победы, и это для нас очень значимо. В числе 10 машин автопробега профсоюзов и ретро-экспонат. Это советский автомобиль «Победа» 1950 года выпуска. Он восстановлен умельцами на 100% из оригинальных деталей этой машины. Причем на скоростной трассе «Победа» загружает в прицеп, чтобы успевать за автоколонной. Естественно, мы обращались и на завод «ГАЗ», естественно, обращались в музеи, обращались в галереи, которые занимаются реставрацией автомобилей. Это продукт коллективного творчества. Ребята долго готовились к этому многотысячному автопробегу. Машины специально усилили крепкой ходовой частью, стальной защитой картера и мощными лебедками. Рацией в дорогу. Впереди будет не только асфальт, но и весеннее бездорожье Магаданской области. Поэтому все автомобили, включая микроавтобусы, полноприводные. В ходе автопробега участники проведут встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, руководством профсоюзного движения регионов страны и молодыми профактивистами. Адлан Дудаев, Хаважа Мунаев. Новости. Сегодня утром в гимназии 55 «Золотое сечение» произошел пожар, в ходе которого сгорел верхний этаж здания. Как сообщают в МЧС, пострадавших среди школьников и преподавателей нет. Все подробности у нашего корреспондента. Затем, когда догорают их родные стены, преподаватели и ученики наблюдали молча. Это тот случай, когда такой причины прогуливать уроки лучше бы вообще не было. Третий этаж частной гимназии номер 55 «Золотое сечение» начал гореть в 8:40. Буквально через несколько минут прибыли пожарные расчеты. Жертв удалось избежать, и это не случайное совпадение. Занятия для 150 детей, 18 педагогов просто не успели начать. Но то ли шок от произошедшего был очень сильный, то ли было о чем молчать. Однако от комментариев и педагоги, и ученики отказались. Сайт школы оказался временно заблокирован, как и телефоны, по которым ранее объявлялся набор. Набранный вами номер не обслуживается. Лицензию на осуществление деятельности частному учебному заведению Министерства образования и науки Республики дали в феврале 2014-го. Тогда же руководство 55-й гимназии представило утвержденный законом пакет необходимых документов. Нареканий со стороны профильных ведомств, таких как санэпидемстанция, Ростехнадзор и МЧС, не было. Минобр тогда принял положительное решение и разрешил начать учебный процесс. «Золотое сечение» — это 10 учебных кабинетов площадью 440 квадратных метров и подсобное помещение площадью 256 квадратов. Этим соискателям было представлено, как того и требуется, заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности. Без такого заключения, естественно, ни это, ни другие учреждения, как частные, так и муниципальные и государственные, они не могут получить лицензию на образовательную деятельность. О причинах возгорания трехэтажного офисного здания, где и находились помещения гимназии, пока говорить рано. Отделом надзорной деятельности МЧС организована доследственная проверка и назначена пожарно-техническая экспертиза. Предварительно я вам могу сказать о том, что причиной возгорания послужило нарушение правил монтажа электрооборудования. Быстро прибывшими сотрудниками, в кратчайший срок это все было локализовано. Значит, опять-таки, повторюсь, говоря о причинах возгорания, здесь без проведения определенных проверочных мероприятий, сопряженных, значит, с назначением пожаротехнической экспертизы и проведения специальных исследований, говорить о причинах возгорания пока не представляется возможным. Сегодня открытым остается вопрос, где и как будут учиться 150 детей. Ведь пока не закончатся следственные мероприятия, ученики в школу не вернутся. На извечный вопрос, кто виноват, ответит экспертиза. Халатность руководства учебного заведения или просто-напросто чья-то невнимательность сегодня чуть ли не привели к жертвам. Чистая случайность позволила предотвратить настоящую трагедию. Алевтина Банадыкова, Муслим Типаев, Халид Навсаев, Руслан Яхьяев и Зелим Закаев. Новости. Мэр Грозного Ислам Кадыров побывал на объекте, где проходило строительство 7-го микрорайона. Это большой комплекс, рассчитанный на 864 квартир эконом-класса. В данном проекте предусмотрена возможность приобретения жилья по программе ипотечного кредитования сроком возврата до 35 лет. Строительство разбито на 2 этапа. В рамках первого этапа до конца 2016 года планировалось ввести в эксплуатацию 245 квартир. Но было решено опередить график и увеличить объемы первого этапа до 400 квартир, а остальные 464
54 единиц дадут до 2018 года. Строительством микрорайона занимается организация ООО «ИНЭ Интерсервис», кредитуемая Сбербанком России. Приоритет проекта заключается в ценовой доступности жилья. Стоимость 1 квадратного метра жилья не будет превышать 25 тысяч рублей. Кроме того, как сообщили мэру, граждане уже сейчас могут приобрести недвижимость. Ислам Кадыров отметил, что на фоне высоких демографических показателей в республике подобные проекты имеют большую значимость. Республиканскую больницу скорой медицинской помощи возглавил Ширвани Гадаев. За плечами нового главного врача многолетний опыт работы. По словам коллег, за год службы он проявил себя как квалифицированный специалист. Кадровые перестановки произошли в рамках повышения уровня медобслуживания по итогам совещания главы республики с главврачами и руководством Минздрава. После совещания у главы республики нами было принято решение о смене руководства здесь. Сегодня главный врач, который назначен, это опытный хирург, который знает не только в нашей республике, но и нашей соседней республике, также в Москве. Поэтому с назначением Гадаева Ширвани, я думаю, РК БСМП коренным образом изменится в позитивном плане вся работа, и наше население получит достойную квалифицированную медицинскую помощь. Знакомство Ширвани Гадаева с медперсоналом в новом качестве состоялось в присутствии вице-премьера правительства и министра здравоохранения. Новый главврач Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи пообещал оправдать оказанное ему доверие. Постараюсь приложить все усилия, чтобы те вопросы, которые являются наиболее болезненными сегодня в нашей работе, именно оказание экстренной помощи, они были решены с максимальной эффективностью в нашей ситуации, чтобы уменьшить количество вот этих обращений людей, которые жалуются, и недовольны ситуацией в медицине. В офисе регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова в очередной раз оказали помощь нуждающимся. 2 семьи из соседней Ингушетии получили денежную сумму, необходимую для лечения детей. Сын Ашат Дугаевой страдает синдромом Дауна и пороком сердца, а у маленькой Марьям, дочери Раи Патиевой, врожденная обширная гемангиома. В будущем родители смогут выехать за пределы республики, чтобы получить профессиональную помощь специалистов, в которой нуждаются дети. Накануне в столице заработала 3-я в регионе торговая база Татаев. Организация занимается поставками строительно-отделочных материалов. За 10 лет работы на рынке база Татаев завоевала доверие покупателей. Запуск 3-го торгового центра позволил обеспечить рабочими местами до 200 человек. Пока вся страна обсуждает кризис и его последствия, Чечня принимает представителей бизнеса из разных стран. Одна из региональных фирм, которая не стала откладывать дела до лучших времен, компания «Татаев», которая уже на протяжении 10 лет занимается поставками товаров, необходимых для дома, мебели, сантехники, дверей, отделочных материалов и всего остального. Иностранные бизнес-партнеры компании приехали в Грозный, чтобы принять участие в церемонии открытия нового торгового комплекса «Прогресс». Однако знакомство с республикой и ее традициями началось с веселой ноты традиционного лоузера. С поздравлениями к сотрудникам компании прибыли гости из других регионов страны, а также Германии, Италии, Турции, Китая. Здесь же представители столичной мэрии и парламента республики. Они пожелали бизнесменам удачи и благополучия и перерезали церемониальную красную ленточку. О профессиональном подходе компании в работе с клиентами можно судить, оказавшись внутри огромного комплекса. На 3 этажах представлено все, что нужно для строительства, ремонта и оформления дома. Приехавшие из-за рубежа коллеги поделились мнением о сотрудничестве с компанией «Татаев». С компанией «Татаева» мы знакомы более 3 лет. Хочу отметить их профессионализм и огромные темпы роста, которыми развивается данная компания. Комплекс мы посмотрели, очень сделан грамотно, хорошо. Потрачено много усилий.
думаем, что здесь все будет развиваться. Восхищены вообще размахом данного комплекса. Очень понравилось. Надеемся, что в дальнейшем наше сотрудничество будет более плодотворным. Открытие такого магазина – это большой шаг для чеченского рынка, да и в целом Южного и Кавказского федеральных округов. Желаем процветания. Это уже третий центр Татаевых в регионе. Новый проект позволит обеспечить работу еще 200 человек. За считанные часы после открытия магазин уже заполнился покупателями. Здесь любой потребитель сможет найти, что ему по душе, да и цены гораздо ниже рыночных. Фирма Татаев, хоть и является ведущей на чеченском рынке строительных и отделочных материалов, здесь планирует расширяться. Появится еще один блок, и общая площадь будет составлять 20 тысяч квадратных метров со складами и сборочными цехами. После официального открытия представители из иностранных компаний отправились к мемориалу славы имени Ахмата Хаджи Кадырова, чтобы почтить память первого президента Чеченской Республики. Асан Абукаев, Султан Умаров. Новости. Бывший водитель маршрутного такси Иса Багаев сконструировал новый вид двигателя внутреннего сгорания. В основе своей разработки он использовал так называемый синусоид, который позволяет повысить эффективность работы. В ближайшем будущем изобретатель представит еще одну разработку. О творении настоящем и будущем наш корреспондент Алхазур Керимов. Менее затратный и более эффективный. Именно так характеризует свои изобретения Иса Багаев. Принцип работы как у обычного поршневого двигателя. Только вместо коленвала Иса решил использовать синусоид, который сделал из обычной стальной трубы. Если мы здесь верхнюю мертвую точку назначим, пока до нижней мертвой точки дойдет поршень, реализуется один процесс. Соответственно, вращается. Да. Дух преимущество на основной декунду. То, что мы можем вот эти мертвые зоны, интервалы мертвых зон, существенно сокращать. В случае коленвала этого невозможно сделать. При этом ход поршня всего лишь 34 мм. Для работы обычного жигулевского двигателя необходимо в 2 раза больше, что влияет на скорость. На создание двигателя у Исы ушло полгода. Для этого он использовал запчасти различных двигателей, а некоторые сделал и сам. Бэушный двигатель, головка. Поршень отливать шинию специально. Круговой синусоид тоже вот обычные трубы. Это халари термо еще буровые трубы. Да еще вырезательные. И синусоид сюда. Обычные подручные материалы, считаю. Конструкция довольно проста, да и ремонт двигателя малозатратный, преимуществ немало. Количество оборотов двигателя в минуту не больше 150, когда как для работы обычного двигателя от автомобиля необходимо 800. Впрочем, синусоидальный двигатель не единственная разработка Исы Багаева. В дальнейшем в его планах представить усовершенствованный газораспределительный механизм, который еще требуется доработать. Он заменяет клапана, толкатели, распредвал. Целую кучу деталей вот таких важных и ответственных, которые даже трудно не то что в изготовлении, и в обслуживании. Если использовать вот этот механизм ГРМ, 4-тактный двигатель можно свести к 2-тактному, не нарушая никакого цикла. Эта конструкция только модель для исследования. На ее основе идет проверка различных идей, которые в дальнейшем будут реализованы уже в новом усовершенствованном двигателе. Алхазур Керимов, Мусин Тикаев, Дани Хапаров. Новости. Героев нашего следующего сюжета в станице Шелковская знает практически каждый. Семья Исаевых занимается предпринимательством. Однако деятельность их направлена не только на личное благо. Семья всячески помогает односельчанам. Сейчас Исаевы заняты строительством лечебно-оздоровительного комплекса. Подробности у Алевтины Банадыкова. Семейный подряд Исаевых сегодня обсуждает, чем еще можно помочь своему родному району. Отец и 3 сына сегодня заняты предпринимательством. Султан и Сулейман пошли по стопам отца Салмана. Как говорится, предпринимательская жилка передавалась практически из поколения в поколение. Сегодня в Шелковской эту семью знают все и гордятся ими. Они ведь и другим помогают. Это инвестиционный проект на сегодняшний день очень полезный. То, что станице нашему и целому району, даже можно сказать, и республике, это лечебно-оздоровительный комплекс, что нас радует в станице создание рабочих мест. Там минимум 25-30 рабочих мест будет.
Лечебно-оздоровительный комплекс попросили построить сами жители, чтобы не ездить лечиться в другие районы. Здесь горячие источники – залог здоровья. Стройку начали осенью, средства опять же из собственного кармана. Первый этаж 20 ванны, второй этаж гостиничный номер, тренировочный зал, а третий этаж, да, развлекательный центр. Когда планируете его закончить? В этом году, да. Да, мало. В этой семье, как говорится, одно другому не мешает. Бизнес султана процветает, однако в ежедневных хлопотах он не забывает о духовной составляющей. Младший брат в семье – гордость своих родителей. Сегодня он с удовольствием показывает им видео с хаджа, в котором он был год назад. Решение принял давно, вот только дела мирские все никак не позволяли отлучиться из родного дома. Духовно-нравственному воспитанию жителей района с населением 54 тысячи человек местной власти уделяют особое внимание. Акцент делают на молодежь, ведь именно она подвержена негативному влиянию. Мы берем вот такой возраст, который вот их можно обмануть. Это считается 16 лет и выше до 30. В основном у нас вот беседа ведется в последнее время, потому что у нас такие случаи уже были, вы, наверное, в курсе, выезды в Сирию. В связи с этим мы в основном акцент делаем молодежь, которая вот возрастной от 17 до 30. И пока строится лечебно-оздоровительный комплекс, да и покупатели спешат в магазины Саевых за продуктами, вся семья собирается на общем совете, чтобы решить, где и кому в районе еще надо помочь. Левтина Бонадыкова, Султан Умаров и Зелим Закаев. Новости. Знакомство с другой культурой, а также углубленное изучение иностранных языков. В Грозный приехала студентка из Германии. Каролина Шмидтке учится преподаванию в школах и сама преподает учащимся ЧГПИ немецкий язык. В будущем планируется, что и наши студенты поедут перенимать опыт у немецких коллег. О том, как проходят первые занятия, расскажет Динара Мурадова. Wie heißt du? Ich heiße Mohammed. Wie heißt du? Ich heiße Elias. Wie geht's? Danke, Klasse. Это первый урок, на котором побывала студентка из Германии Каролина Шмидтке. Знакомство с чеченскими детьми прошло строго на немецком языке. Общение с первоклассниками получилось интересным и насыщенным, делится Каролина. Hast du eine Schwester? Ja. Wie heißt deine Schwester? Sie heißt und Как зовут сестренку? Фатима. Студентка высшей педагогической школы Фрайбурга не ожидала увидеть в школе такой уровень немецкого. Каролина живет и учится в Германии, и это ее первая студенческая практика. Чечню девушка выбрала не случайно. Я в Грозный хотела уже давно попасть. Хотела посмотреть на сам город. Очень меня интересовал. И поэтому, когда я увидела, что у нас есть партнерство у нашего университета с вот пединститутом, то решила воспользоваться этой возможностью. После знакомства с школьниками Каролина спешит к студентам. В Чеченском государственном педагогическом институте она ведет пары. Общение с носителями языка уже дает положительные результаты. У Каролины свой подход в программе обучения иностранным языкам. Преподавать я буду у первого и второго курса здесь в пединституте, которые изучают немецкий язык. Я бы хотела с ними заниматься более активно. Может, там работа в парах или даже просто разговор со мной, чтобы, наверное, не было это похоже особо на урок, чтобы они не смущались так сильно и больше разговаривали. Каролина – первая иностранная студентка, которая изъявила желание пройти стажировку в Чечне. Однако в педагогическом институте уверены – это только начало. Начиналось когда-то все с поручения главы республики, что необходимо наладить систему обучения наших студентов за рубежом. И как один из итогов, это тот престиж, который наши студенты оставили за рубежом. Никаких сложностей не было. Любое наше общение начиналось с того, что да, мы знаем чеченцев, у нас здесь учатся 2 студента, которые приехали по программе Рамзана Ахматовича Кадырова. Мы ими очень довольны. И благодаря этим студентам мы готовы сотрудничать с вашим вузом. Каролина – это первая студентка, которая приехала из Германии на практику в наш вуз. И осенью у нас один студент поедет туда на 4 месяца тоже на практику. Чеченские студенты, в свою очередь, также намерены посетить Германию. Первая группа отправится 10 мая. В течение 2 недель ребята будут общаться с носителями языка и перенимать их опыт, чтобы по возвращению, закончив магистратуру, обучать языку чеченских детей. Динара Мурадова, Таймир Хаджиев, Дени Хавхаров. Новости.
Российские школьники смогли лучше узнать друг друга благодаря проекту «Мост Дружба». Задача проекта – наладживание дружеских контактов между школьниками из Чечни и областей Центрального федерального округа. Государственный грант на эту работу был выделен для региональной общественной организации «Институт гражданского содействия». За активную деятельность его руководителя поблагодарил уполномоченный по правам человека. Он отметил многолетний труд Сайдемина Джабраилова как общественного деятеля. 10 лет, посвященные преданному читателю. Поздравления с юбилеем творческой деятельности принимает Муса Бухадиев. Вечер, посвященный поэту и писателю, прошел в родовом селении Бухадиева. За развитие и возрождение родной литературы он награжден почетной международной медалью «Золотой орел». Мало кто из слушателей знает, что за текстами многих популярных чеченских песен стоит имя Бухадиева. В прошлом агроном, а ныне поэт и писатель Муса Бухадиев вот уже 10 лет радует своего читателя. На его стихи написано более 20 песен, которые уже успели завоевать статус народных. Благодаря этому ему удалось снискать любовь жителей республики. В Доме культуры Верхнего Наура, как говорится, и яблоку негде упасть. Поздравить юбиляра пришли друзья и коллеги по цеху. Среди почетных гостей и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В своем выступлении Шаид Джамалдаев высоко оценил труд Мусы Бухадиева. В стороне не остались и члены Союза писателей Чеченской Республики, в котором состоит и наш герой. За развитие и возрождение родной литературы Эдуард Мамакаев наградил юбиляра почетной международной медалью «Золотой орел». Каждое произведение автора наполнено любовью к родине, к природе и, конечно же, матери. Особым уважением он пользуется у односельчан. В выставочном зале Дома культуры для поэта отведен специальный уголок, где собраны все его работы. Муса живолчхена, школа дишарховолчхена, дюнда и яздархо и поем долшвар, гоузал йолшвар, деш гоузал йолшвар, все творчество Муса с хихошбег, нен муат. Бершен язиньол, цун стихотворенияш адайяшча, цу бершен берля дюнда, ночи муат эмер бош, деш гоузали цанич, о чулацам бош, ишт язинаю. Муса Бухадиев с малых лет растил себе поэта. Особую роль в этом сыграла мама. Если первые годы творчества были посвящены юному зрителю, то уже в 2006 году выходит сборник «Дороги раздумий», который ориентирован на взрослый круг читателей. Но яз сейни яз яшварсо инцелса. Хинц уже богдыгаш санахана бух иец пайда болш цан хатаган могоныш яз яшынч аяз яштол чуману адаманден ца пайда бол би саберкат дил ди сун цан нисно вака визи таган вайқиш амни қастош дег вай мот бу издал хундин соғат ду я мот хасица хацица дал хабил бу. Сейчас Муса Бухадиев работает над новыми произведениями. Примечательно, что автор пишет исключительно на чеченском языке. Именно родная речь помогает ему перенести на бумагу то, что не способен передать ни один другой язык. Рамзан Хагоев, Мурат Эльбукаев, Тамерлан Арсенукаев. Новости. 1418 дней войны и более 26 миллионов погибших. Великая Отечественная стала самым глобальным противостоянием за всю историю человечества. В этом году исполняется 70 лет с тех пор, как Советский Союз одержал победу над фашистской Германией. Своими воспоминаниями о войне с нашей съемочной группой поделился ветеран Ахмед Искирханов. Ахмед Искирханов любит рассказывать боевые истории родным и близким. Несмотря на возраст, ветеран уже 92 года, он помнит все до мельчайших деталей. Как фашисты напали на Советский Союз и как собирались молодые люди, еще совсем подростки, на войну. Товарищи бойцы, командиры, политработники, партизаны, партизанки всех войск Советского Союза. Внимание! Сегодняшний день рано утром немец перешел, наша страна. Он хочет топтать нашу землю. Стрельбище орк, ходил, днятый, хынчу. Вот хынчу, о, да, хайнти дил-диллен,
Чепшхосер, удовгор, даудер. 21 число качался. О, Волги, сухенько, и занятия съешь. Он принимал участие в самых кровопролитных сражениях, перенес тяжелое ранение, осколок попал в голову, что привело к частичной потере зрения. Но с фронта все равно не ушел. Как только стало лучше, красноармеец вернулся в строй. Было холодно и голодно, рассказывает ветеран, спасал солдат, командный дух и патриотизм. Сухой паёк, гуля, а баквасник я. Медали – это все, что осталось ветерану в память о Великой Отечественной войне. Их он бережет как зеницу ока. Каждая из наград напоминает об очередном сражении и победе над врагом. Товарищи бойцы, сержанты, скоро будет разведняться. Нас будет видно, как на зеркале. Давайте ложитесь на пол и полоском идти не должен ни один человек разговаривать. Стрельба يرجع إمو هي الشح ويضيعون شيني مشين عيد وشلون سيفن در الكورس حلقي بيشيوتش هرتشال إقدم واحد يجير أستريلباس تختير هما برت مو خيل الشح إبيشتا حتى يولوش سير دقون دام يخنخلير قوان دارش حياة حتى يأكلوش. Война забрала у Ахмеда из Кирханова много здоровья, но он не жалуется на судьбу и считает себя счастливым человеком. У ветерана есть самое главное – дети, внуки и даже правнуки, которые любят и гордятся дедушкой. Элина Дадаева, Динара Мурадова, Джамалел Хаджалиев. Новости. Программисты, предприниматели, видеооператоры, врачи и даже сам глава республики. Казалось бы, что может объединять людей столь разных профессий? Идея совмещения приятного с полезным сплотила одну большую команду велосипедистов. После долгой зимней спячки наступил долгожданный сезон. Некоторые водители уже сменили свое авто на двухколесный, безопасный и экологичный транспорт. Любители покрутить педали в центре столицы собираются с самого утра. Целый сезон они ждали этого дня, и теперь самая пора проверить исправность своего транспорта после зимней спячки. К новому старту велоклуб «Горец» готов. На окончание зимы, когда вы начинаете ездить на велосипеде, обычно чистится, смазывается цепь, проверяются там тормозные колодки, там их состояние. Также можно, желательно проверить четкость переключения скоростей, подогнать все переключатели, отрегулировать все. К выбору велосипеда в клубе подходят серьезно, модели самые разнообразные. Здесь каждый знает, какой именно велосипед подойдет им для приятной и комфортной поездки. А этого красавца для велоклуба выбрал сам глава республики Рамзан Кадыров. Вот этот велосипед мне подарил Рамзан Ахмадович Кадыров. Велосипед сам по себе – это электровелосипед с электроприводом. Особенность его то, что им легко управлять, он на электроприводе, на электротяге, за счет этого скорость высокая. Глава республики сам является членом велоклуба «Горец». В прошлом году он случайно встретил группу велосипедистов в центре столицы. Предложение Рамзана Кадырова взять его в свой клуб горцы почтили за честь. У них нет жесткой структуры и устава. Это группа единомышленников, объединенных одной общей страстью – активным образом жизни. Возраст, род занятий не имеют значения. Среди членов велоклуба есть программисты, предприниматели, видеооператоры и даже врачи. Для меня это спорт, здоровый образ жизни и приятное провождение времени, как хобби для нас. Велоклуб «Горец» появился в республике 3 года назад. Начиналось все с нескольких энтузиастов, которые собирались в центре Грозного. Ну а для особо увлеченных этим видом спорта требуется еще и экстрим. К примеру, горцы часто совершают велопробеги, ездят в горы. В прошлом году добрались и до Итумкалинского высокогорья. Велоклуб «Горец» на фоне Альпийских гор. 90 километров до Грозного. Уже можно собраться, надо кататься. И объявляем официально, что велосезон открыт. И желаем всем приятных покатушек, чтобы были приятные, веселые велопрогулки. А мы
в свою очередь, как велоклуб «Горец», обещаем, но постараемся, по крайней мере, провести побольше веломероприятий. Будем кататься, будем популяризировать велосипед. Велоспорт в республике становится все более популярным. Сегодняшняя прогулка горцев по центральным улицам столицы тому подтверждение и знак, что пора оставить зимние развлечения и пересесть на велосипеды. Алза Исаева, Хазур Керимов, Адам Чекуев. Новости. В Санкт-Петербурге подвели итоги турнира по кикбоксингу, посвященного памяти первого президента Азербайджана Гейдара Алиева, 70-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. В составе сборной России участвовал чеченский спортсмен Якуб Берсанукаев, который одержал победу над спортсменом Азуэром Даргикяном в весовой категории 63 килограмм. Также известно, что победители соревнования оспорят Кубок мира в Венгрии, после чего финалисты сойдутся во втором чемпионате мира, который пройдет в Сербии. В составе сборной команды России выступал наш чемпион мира Берсанукаев Якуб, который выступает за бойцовский клуб «Беркут». И он одержал яркую победу, выиграл с единогласным решением судей и одержал очень блестящую победу. На этом у меня все. Вам спасибо за внимание. Оставайтесь Грозным.